С самого раннего утра оператор СУЭС Медея Хашб буквально не отходит от телефонов, чтобы принять все заявки. Из-за непогоды и нехватки специалистов ремонтные работы проводят в авральном режиме. На сегодняшний день, буквально до моего приема на смену, прихода на смену, было буквально 8 вызовов, 8 аварий. И плюс то, что я приняла, еще штук 10. И поэтому ситуация очень тяжелая. Рабочих мало, не успеваем. После шквального ветра и падения деревьев были повреждены линии передач. Специалисты обещают, что в ближайшие дни работы по восстановлению линий электропередач будут завершены. Падающие деревья поломали наши опоры, оборвали наши линии, что за собой потянуло неисправности в трансформаторных подстанциях, на кабельных линиях. Эти 2 суток прошедшие, вся организация работает в режиме авральном. Видите, какая погода, улучшений пока нету, каждый день идет дождь. Но тем не менее, работы проводятся. На сегодняшний день те проблемы, которые были большими, в принципе, мы их устранили. У нас сегодня, проблемы остались низковольтные фидеры, так называемые, которые обеспечивают уже непосредственно в дома к людям идут. Сегодня с 8 часов ребята уже все разъехались по объектам, по участкам, работают, восстанавливают. Еще сегодня к вечеру думаю, что еще кое-где останется у нас там люди без электроэнергии, но это будет в очень незначительном количестве. В связи с ураганом жители столицы остались без воды. Как обещает главный инженер водоканала Мирапан Квап, в течение дня подача воды также будет восстановлена. Насосная станция номер 4, мы так ее называем, которая питает новый район, старый поселок, это вся Нагорная часть, 700-миллиметровые. Уже нашли повреждения, кабельщики работают, вот должны уже запуститься. В Киласуре я сейчас связывался с Гулерским РЭС. Они через 1,5-2 часа. К часу дня они обещают закончить свою работу. Сегодня может город ждать, что вода... Да. Министр по чрезвычайным ситуациям страны Лев Квицин отметил, что на сегодняшний день ситуация в республике стабильная, все службы находятся в повышенной готовности. В то же время министр попросил жителей без необходимости не выходить на улицу в непогоду. Со стихией бороться не так просто. Нескольких домов сорвала крыша, это было в районе кинопроката, это в новом районе. Но совместно с городскими властями мы оказали быструю оперативную помощь, подключили все силы и средства. В районе Маяка затопил один дом, там речка вышла из русла. Но, в общем, к счастью, без жертв. Выездов было только в городе около 12 выездов было. Я думаю, что мы справились. По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям, в случае ухудшения погоды все граждане страны будут оповещены СМС-сообщениями. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.